мы с Бахтоваром обдумали и рассказывали, потом ездили в несколько магазинов, и так далее, езжали посмотреть, чтобы быть насмотренность и так далее. И прекрасно понимали, что для этого надо много денег иметь. Сразу открывать, масштабироваться, много денег надо иметь. А я ему рассказывал такой модель. Я ему сказал, потому что я знал, что у него нет много денег и много инвестиций, долги брать не надо. А зачем брать много долгов? А вдруг не пойдет? И так далее, и так далее. Так? Я ему так и сказал об этом. И самое интересное, я эту модель рассказывал где-то 7 человеку. Двое моих ученики это сделали. Расскажи, как ты это сделал? Твой опыт, твой кейс. Раз ты здесь сам рассказывал, а то я расскажу, вдруг они думают, Аллаху хвастаются. Расскажи сам. Ну, не подготовлено, так не знаю, впервые на цене. Ну, после мини-мастер-класса потом посещал основной мастер-класс. После этого понял, что все неправильно делаю. И сидел, заново размышлял, вот это все, что прошли, тщательно изучал. И понял, что что-то новый бизнес-модель нужно. И начал съездить в Россию, там изучать. И оттуда нашел вот этот бизнес-модель. Потом искали поставщиков, там, инвесторов и так далее. И далее, смотря все это начали делать. Я ему сказал, найдешь поставщика, который, чтобы те деньги много не вложил, чтобы поставщик тебе обеспечит всегда товаром. А ты каждую неделю отправляй ему деньги. Я так сказал? Ты сейчас так и делаешь? Ай, молодец. Только что вам говорил, придумайте бизнес-модель, которая сильно не зависит от вашей личной финансовой возможности. Если она будет сильно зависеть от вашей личной финансовой возможности, вы ограничены живете, медленно растете. А ты фокусируешься лучше на менеджменте, на управлении, на продаже, на того, и не думай. Ты фокусируешься на этом, а то обеспечит тебе товар, а ты продавай. Два моих ученика это смогли сделать. Один из них это 7 человек об этом рассказал, двое сделали. Молодец. Давайте хлопаем. Спасибо. Если так будешь продолжать, я думаю, что хоть 100 магазинов сделаешь. Если так будешь продолжать учебу. Есть второй, Давлад. Они с братом вдвоем, его брата забыли имя. Он недавно со мной в Японии даже был. Как его зовут? Дельшот. Ладно, черт. И эти Дельшотовы показали эту бизнес-модель. Он детские одежды продает. Он мне говорит, я ему объясняю, чего надо делать, как стать лидером рынка и так далее. Он говорит, наставник, у меня нет таких денег. Я говорю, тут дело не в деньгах, тут дело в бизнес-модели. Он говорит, как мне быть? Я сказал, пойдешь к своему поставщику, сначала делай один магазин. Я ему так сказал, сначала делай один магазин, своими деньгами, качественно оформляй. Поставь полностью все знания, которые у меня учился. Все наладь. Сделай автоматизацию, все красиво делай. А потом иди к своим поставщикам, позови ему, покажи этот магазин. Он так и делал, ездил туда в Турцию. Соответственно, не одного человека товар берет, он товар берет у 7-8 человек. Но у того, у кого самый большой партия товар берет, к нему подходит и ему говорит всю мою идею. Что я могу для тебя стать хорошей точкой продажи, а ты обеспечишь мне товар. А не так, что ты мне на $3000 товар отправь, завтра звонишь и долбишь, давай отправляй деньги. А не так. Я могу стать твоей платформой. Каждую неделю сколько продал, все отправляю тебя. Таким образом мы можем масштабироваться, но рынок можем держать. И потому что я знаю клиента, я знаю, что людям что нужно реализовать, я не так. Но мое ограничение, что у меня нет больших финансов. Я могу для тебя создать хороший рынок. Он приходит к самому крупному своему поставщику, предлагает об этом, рассказывает об этом. Он говорит, нет. Он оттуда звонит мне наставник. Он сказал мне. Я сказал, здорово, иди к его конкуренту. Он сказал, пойди к его конкуренту. Я говорю, да, прямо сейчас. Он пошел к его конкуренту. Как вы думаете, что делали его конкуренты? Сидели с ним, приведи в Душанбе. Он сказал, пойдем. Я ему сказал, покажи его конкуренту объемы, которые можешь делать, покажи план, который мы с тобой составили. Покажи план, скажи, вот возможности, прогноз такой. Я не могу это гарантировать, но это
приблизительный прогноз такой, из моего скольколетнего опыта. Он показал это. Он был таким оптовиком, который детские речи приводили и продавал оптом. А я ему сказал, будущий принадлежит тому, у кого свой розничный сеть. Кто понял? Я ему сказал, со временем ты клиенту не нужен станешь. Будущий будет принадлежать тому, у кого розничный сеть. Поэтому сейчас начинаем. Но он это понял, и он приходит к его конкуренту. Конкурент посмотрел, подумал, сразу прилетит с ним сюда. Я его отвези, покажи, чтобы он понял, что твой магазин неправильный. К сожалению, у меня нет фотографий в магазине и так далее. Ну, я показал бы правду. А говорят, отвези, покажи, объясни, что ты умеешь делать, как ты умеешь делать, все объясни. И пусть он неделю, пусть сидит возле твоего касса, пусть это хронометраж, прямо пусть фундамент ему в руках, пусть сколько клиент заходит, что, чего, пусть он все поймет. И он поехал, так и начал ему помогать, так и делать пошло. Эта модель начала работать. Она работает, очень хорошо работает. Я почему эти вещи рассказываю? Для того, чтобы ваш бизнес мог масштабироваться, развиваться, не умер, а мог стать крупными. А кто это делает? Это означает, что он благодаря своего, на вас что должно работать? Вот кто это умеет делать, это означает, что на него работает его репутация. Что работает? Он зарабатывает за счет своего надежности, за счет своей капитальной репутации. А тот, кто это не умеет делать, значит у него его нет. Соответственно, он должен личными деньгами это делать. А личными деньгами это все делать не так просто. Ты все равно имеешь большое ограничение личными деньгами. Вот как. Это два примера, которые я вам показал. Вот. А почему-то технопарков не было фотовача. Я показал, да ладно, я расскажу про него. Это следующая модель. Про модель, которую я сейчас говорил, про это два ребята не поняли или нет? Кто понял? Только по два человека объясните друг друга. Скажите, в твоем бизнесе возможно ли это практиковать или нет? Расскажите друг другу. Попробуйте. В твоем бизнесе насколько возможно ли это практиковать? У Бахрулла это точно можно практиковать. من تماشابینان عزیز زلی ما پر است. مرحمت کسانی که آمده اشتراک کردن نتوانستید حرکت کنید. درس‌های آینده آمده البته اشتراک کنید. لایک می‌گذاریم، پدلیت می‌کنیم. یا اون کامنتاری خوب در زیر ویدیو نویسید. با پخش مستقیم می‌کنیم تا اداشوی درس. دوزی ما دولت دوشنبه همین قدر آدم آمده است. پول زال پوری پول. دوستان عزیز همین ویدیو به 100 تا کامنتاری شود، 100 تا لایک، 5000 پراسموتر شود، پدلیت کنید. با پخش مستقیم با دوامش به کرده میگیرم تا اداشوی ترینینگ. اگر همین نوار چنین فکزت شود. انتظارم همه لایک های شما رو، کامنتاری شما رو همش رو انتظار.